В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Как антироссийские санкции могут сказаться на сельском хозяйстве региона? Члены Общественной палаты республики в профильной комиссии обсудили предложения по снижению рисков в сложившейся ситуации. Какие меры предлагают общественники? Гость студии Сергей Сюльский, председатель комиссии по сельскому хозяйству Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Сергей Августович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие риски несут для сельского хозяйства нашей республики введенные санкции? Для сельского хозяйства, конечно, в нашей республике таких жестких таких ограничений мы, должно быть, не почувствуем, потому что мы, как говорится, регион, который способный сам все производить, особенно в продуктах питания. Но мы должны, прежде всего, обеспечить продовольственную безопасность в стране, в том числе в нашем регионе, в республике. И в этом плане мы должны уровень самообеспеченности повысить. За прошедший год у нас уровень самообеспеченности продуктами сельского хозяйства, молоко, картофель, мясо, яйца, овощи, в них мы, конечно, далеки еще до полного самообеспечения. Но, конечно, в этом плане сейчас по республике и на федеральном уровне принимаются беспрецедентные меры по поддержке сельскохозяйственных производителей, сельхозтоваропроизводителей. Поэтому мы должны в то же время и со своей стороны тоже принять очень меры, которые бы способствовали повышению производительности труда в сельскохозяйственной отрасли. Например, мы должны... Наша продукция обычно пользуется в соседних регионах, особенно жеребятина, наша колбаса, продукция мясного производства и многое другое пользуется большим спросом. Даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также можно сказать. Поэтому мы должны повысить производительность труда в этом направлении. Для этого дается нам хорошая возможность, используя те ресурсы, которые будут выделяться и правительством республики, и федеральным правительством, используя их, повысить свою самообеспеченность продуктами питания. Конечно же, здесь у нас, конечно, ряд проблем, которые, прежде всего, это, в прошлом году, мы это почувствовали особенно. В последние годы нас постигают засушливые годы. Сама по себе природно-климатические условия нашей республики, они аридные, то есть засушливый климат у нас. Поэтому мы должны приспособиться к таким условиям и работать так, чтобы производительность труда не падала. Потому что в прошлом году из-за того, что мы недовыполнили план по заготовке кормов, были затрачены огромные средства для того, чтобы завозить грубые корма из других улусов, и из даже соседних регионов, в частности, Магаданской области, Амурской области. Конечно, это тоже связано с большими затратами и для сельхозтоваропроизводителей, и для правительства в целом. Поэтому что нам нужно сделать для этого? Конечно же, мы должны обратить большое внимание, прежде всего, почвам. Почвы мы должны как-то их более увлажнять, чтобы почва была увлажненная и давала больше продукции. За зиму у нас всего выпадает 20-30 сантиметров снега. За летом, весной, когда происходит таяние, этот снег быстро стекает, потому что земля у нас мерзлота, и она не впитывается в почву и стекает в низины, речные долины и так далее. Поэтому увлажненности у нас почти как таковой нету. Поэтому нам надо применять искусственные приемы для того, чтобы орошать наши почвы. В частности, наверное, это прежде всего снегозадержание.
Это раньше у нас и в Советском Союзе, во времена Советского Союза использовали. И, конечно, оросительные системы, мелиоративные системы, которые бы дополнительно увлажняли наши почвы. Как можно активизировать развитие собственных технологий, создать семенной фонд генетики, и есть ли у нас для этого условия? Да, ну мы буквально еще до вот этих всех санкций проводили заседание комиссии с приглашением директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова Леонида Николаевича Владимирова, член-корреспондента Академии наук Российской Федерации. Вот. И он нам вкратце изложил, что нужно для этого сделать. Ну, конечно же, прежде всего, это проблема, как вы, наверное, сейчас догадываетесь, это отсутствие финансирования. Не то, что отсутствие, недостаток финансирования. Вот. Он говорит, что да, вот сейчас для этого нужны кредитование, льготное кредитование, опережающее финансирование научных исследований. Вот. И, конечно же, как вы сказали, разрабатывать, вырабатывать, выводить сорта, приспособленные для наших климатических условий, для условий Якутии. Такие у нас работы проводятся еще в советское время, проводились, и семенной фонд, он еще на институте хранится. Поэтому надо использовать эти возможности. Ну, конечно же, присутствовали также представители Министерства сельского хозяйства, они тоже согласились с этим. Конечно, для этого нужны мероприятия по линии правительства, принятие законов, постановлений Государственного собрания Илтумен, чтобы финансировать и развивать эту отрасль, научные исследования. Сергей Августович, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Желаю вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.